МВД Якутии сообщает об активизации фальшивомонетчиков в регионе. За минувшие месяцы полицейские регистрируют рост преступлений, связанных с поддельными купюрами. Липовые деньги от билета банков приколов и до суперподделок в сюжете Афанасия Николаева. В летние месяцы полиция столкнулась с целой серией преступлений, связанных с фальшивомонетчиками. Но в отличие от коллег из центральных регионов, мошенники Якутии оперируют очень грубыми подделками. За последний месяц участились случаи использования билетов так называемых банка приколов. На сегодняшний день зарегистрировано 6 таких фактов, по каждому из которых возбуждено уголовное дело. Причем, как рассказывают эксперты-криминалисты, в качестве жертв мошенники с билетами банка приколов выбирают зачастую тех, кто не в состоянии отличить даже такую грубую подделку. Чаще всего жертвами становятся у нас люди пожилые, которые, возможно, плохо видят, да? Иногда в силу каких-то причин спешат, там, возможно, невнимательно. Но есть и суперподделки. Это достаточно сложные и дорогостоящие банкноты, копирующие практически все особенности настоящих. Бумагу, перфорации, водяные знаки и даже рельеф. Причем подделывают, как правило, самый ходовой номинал. Подделывают купюры номиналом 500 рублей, 1000 рублей. И в последнее время стали встречаться 5000 рублей. Совместно с сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД Якутии мы решили провести эксперимент. То есть мы спрятали одну суперподделку среди двух настоящих купюр. И предложим первому попавшемуся горожанину угадать, какая из них подделка и вообще есть ли подделка среди этих 3 купюр. Пожалуйста, помогите нам с экспериментом. Вот у меня в руках 3 купюры по 1000 рублей. Самые оборотистые купюры в данный момент. Посмотрите, есть ли среди них подделка. Вы можете каждую купюру вот по отдельности рассмотреть. Водяные знаки можете проверить. Вроде бы нет. Вот. Настоящие. Прохожий суперподделку не обнаружил, хотя по определенным признакам ее все же можно отличить. Эксперт-криминалист объясняет, как узнать даже супер, но все же подделку. Посмотрите, вот здесь вот у нас идет, видите, изменяет, да? Как бы бегущая полоса. Здесь ничего такого нет и даже цвет не меняет, правильно? Вот на это нужно было обратить внимание. Потом, если посмотреть на просвет, посмотрите, здесь очень четкие идут, да, линии водяного знака, а здесь они более размытые. МВД Якутии рекомендует самое главное быть бдительным и в случае малейших подозрений лучше отказаться от сомнительной сделки и сообщить о мошенниках в полицию. Афанасий Николаев, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.